Троицко-Печорский район находится на юго-востоке Республики Коми, в бассейне Верхней Печоры. Этот край славится сотнями километров нетронутой тайги, лесными озерами, рыбными заводями и глухариными токами. По площади это один из самых больших районов Республики Коми. Природа умело соединила здесь лиственные хвойные леса, скалы и пещеры. Троицко-Печорская земля обладает притягательной силой. Это редкий уголок земли, где можно побыть наедине с собой. Административный центр района – поселок Троицко-Печорск, построенный на левом берегу Печоры. Добраться до Троицко-Печорска просто. Сначала до столицы Республики Коми, города Сыктывкара, затем на поезде, автобусе или автомобиле до районного центра. Дорога от Сыктывкара занимает около 8 часов. Существует легенда, что к XIV-XV веках здесь, на месте, где сливаются Печора и Мылва, был основан Троицкий монастырь – Печорская пустынь. Возможно, от нее и произошло современное название поселка. Сегодняшний Троицко-Печорск – это развитый населенный пункт, живущий в духе со временем, и одновременно средоточие исконных культурных традиций района. В начале июня здесь ежегодно отмечают праздник Троицы, он же считается днем поселка. В этот день троицко-печорцы вспоминают старинные песенные и танцевальные обряды. Местным краеведам удалось восстановить традиционный костюм жителей Печорского Приуралья. Костюм для троицко-печорцев стал своеобразным ответом на один из самых важных общечеловеческих вопросов – откуда я родом? По элементам костюма решено было определить, из каких земель пришли первые поселенцы в этот край дикой и вечной красоты. Этот экземпляр сшит вручную из льняного полотна, сотканного на домашнем ткацком станке. Поверх длинной рубашки надет сарафан, который здесь называют кэром-сарапан. Такие шились во всех населенных пунктах и считались праздничными. Особенность запашного фартука – мелкие складки, по которым можно было определить, сколько у хозяйки сарафана детей или сколько их пожелали молодиться. Сакральный символ детородности вышит и на головном уборе. Специально для костюма изготовлены кожаная обувь, кэты и вязаные узорные носки. Многие элементы женского костюма соответствуют костюму одного из южных районов Коми – Сысойскому. Так что, вероятно, троицко-печорцы – потомки жителей берегов еще одной Коми-реки – Сысолы. Троицко-печорцам удалось восстановить почти утраченный национальный танец – Еремеевский марш. В этом танце 54 фигуры. Марш появился в начале 20 века. Его часами танцевали всей округой на берегу реки. Сегодня в Троицко-Печорске можно даже пройти мастер-класс по Еремеевскому маршу.
На территории района ученые обнаружили более 100 стоянок первобытного человека. Фрагменты костей мамонтов, многовековые окаменелости и орудия древних людей выставлены в районном краеведческом музее. Этнографическая коллекция музея насчитывает более 1000 предметов, характеризующих культуру коми-народа. Среди них охотничьи нарты, лыжи, которые здесь называют лызи-лямпы, посох коибить. Представленный здесь коми-национальный орнамент до сих пор является предметом серьезных научных исследований и терпеливо восстанавливается этнографами и мастерами народного творчества. Здесь, в Троицко-Печорске, разработаны и свои уникальные сувениры. В сувенирной лавке гостиницы «Печора» продаются глиняные блюда с изображением живого символа района – лося. Лось – царь Троицко-Печорских лесов. Это величавое и доброе животное можно увидеть и на гербе муниципалитета. Продавец сувенирной лавки заверяет, что предметы, плетеные из лозы, прослужат очень долго. Они сделаны из специально выращенной сортовой ивы. Важное место в культуре коми-народа занимают домовые обереги. Здесь их делают в близлежащей деревне Сойва. Эти домоветы изготовлены из особого вида мха, бересты, дерева и конского волоса. Такой подарок напомнит о кристально чистой природе Троицко-Печорского района и, может быть, действительно убережет от неприятностей. Самое красивое место в поселке – берег Печоры, там, где она сливается с рекой Мыловой. Даже здесь, где Печора, можно сказать, начинается, уже чувствуется ее мощь. Кстати, вид на Печору в поселке открывается отовсюду. Еще одна особенность этих мест – разнообразие хвойных лесов. Деревня Кедровка, расположенная вблизи поселка, укрыта роскошными вечно зелеными кронами. Здесь переплетаются, соприкасаются, вырастают друг в друга пихты, сосны, ели, кусты можжевельника и, конечно же, кедры. Кедры в деревне растут в каждом дворе. Молодые шишечки можжевельника местные жители советуют срывать и есть. Известно, что ягоды можжевельника улучшают аппетит и являются природным антибиотиком. Здесь этого полезного снадобья видимо-невидимо. Хвойными деревьями окружена и созданная специально для приема туристов комфортабельная база Гамаюн в поселке Белый Бор в 25 километрах от Троицко-Печорска. Сюда ведет асфальтовая дорога. На базе есть все условия для комфортного отдыха. Гостей встречает теплый дом в деревенском стиле. Посетителям предоставлена возможность отведать национальные блюда, отдохнуть в уютных спальнях, принять горячий душ, посмотреть телевизор. Рядом с гостиницей построена современная двухэтажная сауна с мини-бассейном, комнатой отдыха, бильярдным столом и караоке-баром. Беседка с большими окнами и русской печью – место отдыха и совместной трапезы. Постояльцев турбазы ждет еще один приятный сюрприз. Сразу за домом открывается вид на лесную речку Мылву. Вечерами на берегу слышны звуки леса и плеск воды. Все без исключения водоемы Троицко-Печорского района считаются раем для рыбаков.